Нерюнгри подожгли автомобиль для отлова бродячих животных. Это был ответ за защитников на действия предпринимателя. Из Нерюнгри на связи наш корреспондент Екатерина Павлова, которая встретилась с участниками конфликта. Екатерина, здравствуй, расскажи об инциденте и мнениях сторон. Здравствуй, Юля. Да, в Нерюнгринском районе ежегодно сотни горожан обращаются за помощью в отлове безнадзорных животных. Но далеко не все понимают, каким образом власти борются с ними. Скандал разразился 11 декабря, когда в городе Нерюнгри по улице Чурапчинская, 39, в первом подъезде мужчина забрал 2 собак. Это был предприниматель Муслим Абдулаев, который по договору занимается отловом собак, по договору с администрацией. Мы встретились с Муслимом. Он сказал, что после этого случая в его адрес и его семьи посыпались угрозы, и через 2 дня была подожжена его машина. Мы встретились и вообще узнали, как давно он занимается деятельностью по отлову собак и каким образом это происходит. Вот что он нам сказал. 16 числа я написал письмо на имя главы города, что я не имею возможности заниматься в связи с поджогом моего автомобиля. То есть не на чем заниматься. Вот. Сейчас граждане, скажем так, остались со своими проблемами сами. Им теперь, я не знаю, кто им поможет. В Нерюнгри есть организация зоозащитников, которые, как они утверждают, обращались в городскую администрацию за помощью, что они хотели, в общем, участвовать в урегулировании численности животных и предлагали им передать хотя бы половину денег для занятий этого. Они бы сделали надлежащие вольеры и тому подобное. Но, как сказали нерюнгринские власти, что в 2020 году ужесточаются правила по отлову животных, их нужно обязательно отправлять на передержку, стерилизовать, но объем выделяемых средств не хватает для этих дел. Поэтому, как дальше будет решаться эта проблема, мы будем следить за развитием событий. Юлия. Спасибо, Катя. Надеюсь, этот вопрос как-нибудь решится. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Екатерина Павлова.